Православные и интинцы встретили ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского. Святыня Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря с конца сентября путешествует по городам Республики Коми. В минувшую субботу мощи побывали в Инте. Желающие могли прикоснуться к ним в храме Святой Троицы. Ковчег с мощами и икону преподобного доставили накануне. Поздним вечером 7 октября их перевезли в храм Святой Троицы. На следующее утро здесь прошла большая праздничная служба. Что действительно удостоились, чтобы нам доставить такую святыню, поклониться. В нашем городе вообще редко, чтобы какая-то святыня пребывала в нашем городе. И вот спасибо вам, спасибо Господи за те усилия, труды, которые вы приложили, чтобы мы, грешные люди, жители нашего города, смогли приложиться к этой святыне. И хочется пожелать вам милости, помощи Божией, духовного возрастания и благополучия, мира и счастья. Я также всех приветствую таким же пасхальным приветствием, как всех приветствует Серафим Саровский. Христос воскресе! Путешествие мощей святого по территории Республики Коми удалось организовать благодаря совместной работе православного сообщества и поддержке главы региона Владимира Уйба. К нашему владыке Георгию обратился владыка Петерим и пригласил нас сюда, в Коми. Мы приехали сначала в Сыктывкар, там находились несколько дней, потом мы переехали в Ту, Сосногорск, оттуда опять вернулись в Сыктывкар и самолетом уже летели в Воркуту. Из Воркуты мы прибыли сюда. Это единичные случаи. Это просто так совпало, что несколько поездок. Это было уже несколько лет назад. Я тогда не имела к этому никакого отношения, поэтому даже не могу сказать, в каком году это было. Но были поездки в Пермь и были поездки в Оренбург. В каждом городе нашей республики святыню встречали с особым благоговением. В Воркуте, к примеру, даже прошел крестный ход. В Инте мощи были доставлены накануне поздним вечером. С транспортировкой ковчега помогла администрация. Это и главы муниципальных образований, и, конечно же, глава Инты Владимир Алексеевич. Благодарим вас за то, что вы в столь поздний час не отказали встретить нас, оказать нам внимание, привести нас, помочь нам, поддержать. Мы молимся всегда, обратите внимание, за божественной литургией, да и вообще за любым богослужением о властях и воинстве. И для христианина эта молитва должна быть искренней. Для верующих горожан приезд в Инту святыни – знаковое событие. Очень многие интинцы присутствовали на божественной литургии. После службы поток людей усилился. Многие захотели приложиться к мощам чудотворца Серафима Саровского. Прихожан очень много, и люди благодарят. И действительно такой находит отклик очень такой благодатный. Мы чувствуем, что это действительно необходимость. Потому что люди идут к вере, ищут здесь опору, спасение. Мы будем в течение дня, пока будут эти люди, просто уже ограничены поездом. И хотели еще побывать в местном музее, потому что все связано. И у нас в Дивеево есть свои музеи. Мы приглашаем всех в Дивеево посетить наши святыни, наши музеи. Серафим Саровский – великий подвижник русской церкви и один из наиболее почитаемых монахов ее истории. Еще при жизни преподобного Серафима знали и чтили как великого подвижника и чудотворца. Трепетом, владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимые и невидимые, свидетелю безначального Отца. После праведной кончины слава о святой жизни отца Серафима не только не ослабела, но стала все более распространяться. Этому способствовали и новые чудеса, о которых приходили вести отовсюду. Где-то он являлся во сне и исцелял болящих. В других местах чудодействовала вода из его источника или даже слитая из кусочков от его камней. Исходили бесы от несчастных одержимых, кому помогал песочек от его могилы или кусочки хлеба, раздаваемые в Дивееве.